главное не то, чтобы человек на себя все это, так сказать, нагрузил, да, всю эту работу общественную, а правильное распределение, в том числе среди членов его команды. Относительно того, что люди, которые стоят у него за спиной, в кавычках, да, давайте не будем называть их людьми, которые стоят за спиной. У каждого человека есть, у каждого кандидата есть своя команда, на которую он рассчитывает, правильно? Значит, соответственно, я как доверенное лицо предполагаю и возлагаю на него то, что он будет объединять нас, будет работать с каждым членом и в целом со всеми общественными объединениями, которые будут входить в национальную культурную автономию. За счет своей толерантности он не будет создавать значит, различные распри, сплетни, разговоры и так далее, которые сопровождают, в принципе, общественную деятельность, и все зависит от руководителя, как он поведет это. Вот. Поэтому у него есть возможность, не оставляя работу в бюджете, заниматься общественной деятельностью. Вот ответ на мой вопрос. Да. Второй вопрос. Тихо. Это сейчас все вопросы заданы Савле Булатову. Второй вопрос. У меня много. Нет, мы вот эти. Просто дело в том, что вот эти все вопросы вытекают из вообще моего доклада, который я составила. Это мы потом вообще, да. Но дело в том, что да. Вот на эти вопросы нужно отвечать, только прослушав то, что я хотела сказать. Видите? Поскольку я не в состоянии все это читать сама, я очень плохо себя чувствую. У меня просьба прочитать сейчас, это буквально 3 минуты займет, и сразу будет это... Попросим какой-нибудь это, с поставленным голосом. Пусть я себе читаю. Ну, у вас голос. Давайте голос. Давайте прочитайте. Да. Мне разрешили. Да. Уважаемые товарищи, хотелось бы провести это собрание тихо, спокойно и не растягивая по времени. В связи с этим прошу вас сохранять спокойствие и выдержку. Даже если какая-то информация... Это то, что предшествовало Это я читаю, да. Даже если какая-то информация, прозвучавшая на этом собрании, будет вас сильно раздражать. Я извиняюсь, это первый раз читаю. Да, не имейте. Вы свой голос хотите я- за кого-то? Зачем? А за кого голос? Сказала. Не надо все это прочитать. Слушайте, хватит заниматься разговорами и сплетнями. Вы хотите со мной выяснить это? Вы понимаете, почему она Со мной вы хотите? Потому что там написано о ней. Вот, от той компании, которую я считаю грязной предвыборной технологией, то, чем они занимались. Сидели и диктовали, только приглашать тех, кто за Марата. Этих вычеркни, этих вычеркни. Это перечеркивание фактов. 50 человек сдали паспорта, они каждый из них был приглашен. Послушайте, давайте не надо ничего читать. Почему не надо читать? Давайте тихо. Давайте. Присядьте. Не оставили читать. Не функционально читает. Пусть отсюда читает, ничего страшного. Зачем? Да пусть прочитает. Ну, что мне забыл? Пусть прочитает. Это мнение Сауловского. Мы имеем право вы все выслушать. Не надо вообще слушать. Уважаемый председатель, Как я известно. извиняюсь. Гулимай, надо срочно идти, она просит у всех разрешения. Можно я саму? Я хотите Давайте оставить еще голос? вопрос. А за кого голос? Вы за кого проголосуете? Какая разница? Какая разница? Она ставит доверенности? Да. Как известно, в споре Запишите, рождается переведите истина. и всё. А вокруг автономии на сегодняшний день имеются непонятные моменты. Казахская автономия существует давно, однако по известным нам причинам была для многих недоступна. Сейчас появилась возможность возобновить работу автономии уже в новом составе и приложить максимум усилий для достижения основных целей автономии. Смотрите приложение. На должность председателя автономии должны претендовать исключительно бескорыстные люди. Людей, рассматривающих участие в деятельности автономии как вид заработка, даже близко нельзя подпускать к автономии. Работа в автономии и председателя в том числе всегда была общественной, неоплачиваемой, и по моему глубокому убеждению должна оставаться такой всегда. Я считаю, что зарабатывать деньги надо в другом месте, а в автономии надо выполнять цели и задачи, в связи с которыми она создана. Я коснулась темы оплаты не случайно. С самого лета по Москве бродят нехорошие слухи о том, что некоторые люди хотят выбрать на должность председателя автономии известного нам, всеми уважаемого МУ Марата, для того, чтобы прибрать автономию к рукам. Начиная
мне открыто, известный многим, Жандарбек Акбаев уверенно заявляет, только Мулла Марат пройдет на выборы. Будем ему ежемесячно платить 35-40 тысяч рублей. Я пытаюсь уточнить, из каких денег он собирается платить 35-40 тысяч ежемесячно, и при каких интересах здесь он, не имеющий московской прописки. Нет, Марат. Да. Вразумительного ответа я не получила. Сказал, будем платить и все. Разговаривала с Успановой Жанной. Спрашиваю ее, почему Жандарбек распространяет эти слухи про оплату работы в автономии. Ответ Жанны дословно. Действительно, Жандарбек один из приближенных лиц к воссозданию автономии. Мы с ним стояли у истоков воссоздания автономии. Я положила столько сил, чтобы добиться сегодняшнего результата. И мы не собираемся допускать случайных людей к работе в автономии. А деньги мы будем платить. На мой вопрос из бюджетных денег был ответ Жанны. Из бюджетных денег тоже. Мы будем их оплачивать в качестве гонорара за выполнение того или другого проекта. Почему кто-то должен бесплатно бегать и что-то делать? Все так делают, спросил Смирнов. Задаю вопрос. Этот Дурсынай случайный человек в автономии? Был? Дал ответ. Дурсынай пишет себе стишки, пусть и продолжает писать дальше. Куда она лезет? В отличие от Жанны, я считаю, что кандидатура Дурсыная одна из самых подходящих на эту должность. Дурсынай очень достойный, абсолютно бескорыстный человек, имеющий огромный опыт в общественной работе, в организации общественных мероприятий. И я уверена, что Дурсынай согласилась выдвинуть свою кандидатуру не для того, чтобы за счет бюджетных денег установить себе ежемесячную оплату. И все мероприятия, как проводила до сих пор на протяжении многих лет абсолютно бесплатно, так и будет это делать. В связи с нездоровым климатом, сложившимся вокруг автономии, я предлагаю внести в устав следующие пункты. Финансовая деятельность автономии должна быть прозрачна, и сведения о ней должны беспрепятственно предоставляться каждому желающему этого члена автономии. Второе. Статус контрольной ревизионной комиссии должен быть выше статуса председателя автономии. Финансовая деятельность автономии должна осуществляться только с разрешения всех членов контрольной ревизионной комиссии. Возможность созыва внеочередного собрания членов автономии для досрочных перевыборов не удовлетворения деятельностью председателя правления. Кроме того, призываю всех присутствующих проявить объективность и проголосовать за того кандидата, который будет работать исключительно в интересах автономии. Нет, там не вопрос, Марат, там у меня дальше. Это все, да? Вопрос нет, это дальше. По-моему, общий смысл ясен. Да, хватит уже. Нет, у меня еще вопросы. Мне хочется, очень хочется. Значит, какие вопросы? Первый вопрос мы прочитали. Возвращаясь к ситуации, сложившейся вокруг выборов председателя правления автономии, перед голосованием хотелось бы получить ответы на некоторые вопросы. Возможно, сейчас все изменилось, и общественная работа стала официально оплачиваемой, и я, не имеющая финансового и экономического образования, наверное, чего-то не понимаю. В связи с этим хотелось бы, первое, попросить Жанну Успанову поподробнее разъяснить нашему собранию те современные технологии по оплате общественной работы, соответствующие на сегодняшний день, о которых многие, в том числе и я, также не догадываюсь. Нет, по этому вопросу она ответила, да, что это общественное, а финансовый никакой не берется. Вначале. Все. Ну, откуда зарплата берется? Зарплаты нет, она нет зарплаты. По этому вопросу не может. На предварительном собрании неделю назад под руководством Жанны составлялся список людей, которых следовало бы пригласить на выборы. Причем открыто заявлялось, что надо приглашать только тех, кто проголосует за Муллу Марата. Мои попытки убедить их, что так делать нельзя, были тщетны. Жанне, как юристу, вопрос, можно ли такой подход к выборам назвать грязными предвыборными технологиями, или это обычный рабочий момент честных выборов? Значит, могу сказать следующее. По поводу грязи. Я считаю, что все, что здесь изложено, это грязная склока, понимаете? Человек опоздал. Марат присутствовал на половине собрания, он уехал в аэропорт. После ухода Марата Сауле, значит, через 15 минут подошла, когда уже основная масса вопросов была исчерпана. Далее 50... Послушайте, вы мне задали вопрос, я отвечаю на него. По поводу грязных технологий, послушайте меня.
Вы мне скажите, пожалуйста, кого, чьи номера телефонов из вас я знаю? Я ведь ни с кем не общаюсь. Кроме телефона. Давайте так, Зауля Булатовна, приходите. На сегодняшний день кворум в нашем собрании. Грязь и больше ничего. Жанна, Вот именно, люди пришли ругаться. 10 лет не участвовала в жизни общественной, да? Ни разу не приходила на мероприятие и пришла ругаться. Больше ничего я не вижу. Все понятно. Успокойтесь, успокойтесь. Да, ну, кворум сегодняшнего нашего собрания показал, да, что это немного не так. Здесь присутствуют все и со всех сторон. Да. Вот, какие-то, может, непонятки были, все. Минутку. Вот еще один вопрос. Давайте мы... Да хватит уже, давай послушаем вас. Кого вопрос? Минутку. Ну, только затронули мою фамилию, прозвучало в газете «Свернула». Хотелось бы спросить тогда у автора или кто там пишет. О чем бы хотели спросить? Пожалуйста, скажите. А я сама не знаю. Я Давайте просто потом, я у нее спрашиваю, откуда деньги вы будете платить Марату? Потому что за день до этого она говорит, будем платить 40 тысяч. Она говорит, да, спроси у Смирнова, ты просто Всё. сейчас не знаешь, сейчас все так делать. Ответ на такой. Тихо, присядьте. Вы удовлетворены? Спросите честно. Я хотела спросить у Жанны. Жанна, ответьте тогда, что... Откуда она... Можно я отвечу, да? Давайте. Я на всех этих собраниях был, ни разу не слышал про деньги. Буквально. Вопросов денег не было. Все. Жанна, ты мне говорила, что будете платить? Да это случайно сказала. Жанна, ты мне говорила, Подожди. Случайно сказала. Буквально 2 минуты. Значит, извините, на протяжении вот последних выборов 98-го года, когда Булат Унировича выбрали, подождите, не надо, давайте поговорим. Все это время, Он отвечает за вас. все это время я приходил на собрание, понимаете, я не москвич, я из Оренбургской области, Оренбургский сам. Но всегда вот люди, сидящие здесь, Джамаат, кто меня знает, я чисто в лицо могу вопрос задать, я кому-то плохое сделал, чтобы вот так огульно заявлять на собрании, и тем более я с уважением отношусь, это мои друзья, это раз. Подождите. И теперь, сколько мероприятий проводилось? Апа сидит, уважаемый, Турсуная Апа. Все, нет, все, подождите, все мероприятия, которые проводились, Всем рассказывал про 40 тысяч рублей, которые будут платить Марат. я сказал с мэрией Москвы, для общественного объединения выделялась минималка 30-35 тысяч. Да? Да. Вот поэтому я и спрашиваю, Нет, а зачем меня топтать? Кстати, нормально скажите, вы не знаете, что сейчас Тихо, Хватит. Все. давайте так, я сейчас Уважайте председателя, пожалуйста. Я сейчас откажусь вести собрание. Вы что, превращаете собрание в какие-то мелкие кулуарные раскопки? Жан, во-первых, вы не имеете права, вы как наблюдатель здесь. Все, если какие-то вопросы, вы можете после вон там в коридоре обсудить. Вон. Давайте так прислушиваться и уважать друг друга. Поскольку Каждый встает и кандидатура все, помолчите, пожалуйста. По первому вопросу, пожалуйста, присядьте сюда, будьте председателем и все. Давайте следующий вопрос. Все, по Марату Аршабаеву. Все понятно. Все да. понятно, да. Второе предложение, это кандидатура Турсунаева Уразбаева. Мы ее все знаем, да, она сама лично здесь присутствует. Да, нет, ну, нет, вы представьтесь, выступите.